Здравствуйте, ребята! Я вас приветствую на уроке русского языка. У станции и краткая нас встретили загадкою. Прочти и отгадай-ка, что надо пропустить, чтоб можно было зайку в заику превратить. Один из нас минуты 3 подумал над разгадкою и отвечал: крючок сотри над буквою и краткая. Легко догадаться, о каких буквах идет речь в стихотворении Самуила Яковлевича Маршака. О буквах и краткая. Внешне эти буквы похожи. А чем же они отличаются? Давайте поговорим о знакомой букве и краткая. Сегодня мы с вами узнаем отличие согласного звука «и» от гласного звука «и». Какими буквами обозначается звук «и»? Гласный звук, ребята, это звук, который состоит только из голоса. При произнесении его воздух через рот проходит свободно, без преград. Этот звук образует слог. Буква – это графический знак звука. Согласный же звук – это звук, который состоит из голоса и шума, или только из шума. При произнесении струя воздуха во рту встречает преграду – язык, губы, зубы. Согласный звук образует слог только вместе с гласным. Давайте произнесем по очереди звуки и. Отмечайте все особенности произношения. Когда вы произносите звук и воздух через рот проходит свободно, звук произносится с голосом. Когда вы произносите звук «и», язык поднимается и мешает прохождению воздуха. Звук произносится с голосом и шумом. Запомните, ребята, «и» – это гласный звук. «И» – это звук согласный, непарный, звонкий, непарный, мягкий. Какой же буквой обозначается согласный звук «и»? Если после согласного звука «и» слышится другой согласный звук, или согласный звук «и» стоит последним, пишется буква «и» краткая. Если после согласного звука «и» слышится гласный звук, то пишите буквы «е», «ё», «ю», «я», «и». Например, ёлка, юбка, яблоко. Телеурок. Итак, давайте повторим. В русском языке буква «и» краткая пишется на конце слова. Например, чай, май, дай, лай. Также можно встретить «и» краткая в середине слова перед согласной. Лайка, зайка, майка. Да и в начале слова эта буква встречается, но очень редко. Запомните, пожалуйста, словарные слова, ребята. Йод, йогурт, йога, йог. Звук «и» оказывается непростой. Он может надевать на себя шапку-невидимку и скрываться за гласными буквами
Е, ё, ю, я. Произнесите ели, ели, елка, елка, юла, юла, яма, яма. Мы слышим, ребята, звук «и» в начале слова. Но этот звук, ребята, спрятался за гласными, но мы его все равно слышим. Как же переносятся еще слова с буквой «и» краткая? «И» – согласный звук, и без гласного звука образовывать слог не может. Так как слово переносится по слогам, то его буква «и» краткая при переносе не отделяется от буквы гласного звука, стоящей перед ней, остается с ней на этой же строчке. Например, сой-ка, край-ни, рай-он. Запомните, ребята, это правило. Букву «и» при переносе нельзя отделять от буквы гласного звука. Проверьте, ребята, все ли правильно запомнилось на сегодняшнем уроке и ответьте на вопросы. Звук «и» гласный или согласный? Какими буквами на письме может обозначаться звук «и»? Как правильно переносить слова с буквой «и» краткая? Если затрудняешься с ответом, повтори тот материал, который мы сегодня с тобой посмотрели. А сейчас, ребята, давайте сделаем задание. Соедините сочетание слов со словом, которым это сочетание можно заменить. Внимательно прочитайте сочетание слова. Вид городского электрического пассажирского транспорта. Игра на льду. Собранные осенью овощи и фрукты. Командная игра с перебрасыванием мяча через сетку. Правильные ответы. Вид городского электрического пассажирского транспорта называется трамвай. Игра на льду – это хоккей. Собранные осенью овощи и фрукты – это урожай. Командная игра с перебрасыванием мяча через сетку – это волейбол. Телеурок. Молодцы, ребята! Вы правильно сделали задание. Давайте посмотрим на следующее задание. Нам надо перенести слова. Прочитайте и подчеркните только правильные варианты. Вы справились с этим заданием. На этом наш урок закончен. До новых встреч. Благодарю за внимание.